чемпионат мира. Третий, увы, будет вынужден продолжать этот сезон только в российских соревнованиях. И стартует Чайка в красном нашлемнике, в синем Буланкин и в белом Дмитрий Хомицевич. Чайка вырвался вперед, у него удачно выпала фишка, удачно выпал жребий, ему достался красный нашлемник. Именно жребием выбирались дорожки. На второй позиции сейчас в белом Дмитрий Хомицевич. Я напомню вам, серебряный призер личного чемпионата мира. А сейчас он может вообще не попасть. Он откатывается на третью позицию. Его ошибку на втором повороте подстерег Дмитрий Буланкин и его бросает уже на первом повороте. Фантастика! А серебряный призер чемпионата мира прошлогоднего может просто-напросто не попасть в число участников нынешнего турнира. Ну что же, фантастика. Ой-ой-ой-ой-ой! Бросила Павла Чайку, но это не помогло Дмитрию Хомицевичу. Буланкин мчится на первой позиции. Напомню вам, что он чемпион мира 2004 года в личном зачете. И он в этом сезоне постарается, по крайней мере, будет иметь шанс вырваться. Нет, не будет иметь шанса. Ой-ой-ой, вот вам и Франц Циглер. Это его решение. Дмитрий Буланкин в одном из поворотов пересек синьку, а это значит, что это первое место ему ничего не дает. Дмитрий Буланкин не будет. Конечно же, сейчас будет оспаривать решение, ему ничего другого не остается. Поедет смотреть на этот самый поворот, на свои следы, хотя там следов уже просто неимоверное количество. Определить, что там было, что не было, можно только по замедленному повтору. Да, должно быть очень обидно Дмитрию Буланкину. Он занимает 8-е место в этих соревнованиях. Павел Чайка, к нему никаких претензий, он финишировал, занимает в итоге 6-е место, повторяет результат прошлого года свой и будет защищать цвета России в личном чемпионате мира. Ну и Дмитрий Хомицевич, ну буквально на самую подножку уходящего поезда взбирается, уходящего в Европу на мировой чемпионат. Серебряный призер личного чемпионата мира прошлого года все-таки выступит в этом году. Ну что же, а вот сейчас все внимание мордовских болельщиков, конечно. Хотя